Хайырлы күн, хөрмәтле коллегалар. Без татар этникасы электрон һәм интерактив ресурсларына багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге кунаклар. Миләүшә Рафкатовна Шарапова, Татар федераль милли мәдәни автономиясенең башкарма директоры һәм Саҗидә Рөстәм кызы Батталова, педагогия фәннәре кандидаты, доцент, Россия Халыклары Ассамблеясы Советы әгъзасы, Халыклар дуслыгы йортының Бурятия халыклары ассоциация рәисе, шулай ук Бурятия татарларының төбәк милли мәдәни автономиясе рәисе. Миләүшә Рафкатовна, иң беренче булып сүз сезгә кыскача гына федераль автономия әлеге проектта партнер буларак һәм гомумән әлеге проектның идеясын кайчан барлыкка килде һәм бу инде төгәлләнгән проектны без менә күреп торам, ул инде сезнең кулыгызда бар, ул кайда һәм кемнәргә таратылачак? Хәерле көннәр, мөхтәрәм журналистлар. Мин инде кыскача гына Татар федераль милли мәдәни автономиясе турында сөйләп китәсем килә. Иң беренчедән башлап җибәрәм шул мәсьәләдән. Безнең федераль автономиягә бүгенге көндә 38 региональ һәм 7 җирле милли оешма керә. Ул 45 регионга карый. Инде тулысынча алганда ул 300-гә тула дип саныйбыз инде без. Һәм дә инде менә шул федераль автономиялар арасында безнең Татар федераль милли мәдәни автономиясе ул иң зурысыннан санала. Әлбәттә инде федераль автономия алдында иң беренче мәсьәлә ул безнең татар балаларының тел белүе, гырыф-гадәтләрне саклау, менә шундый зур мәсьәләләр тора. Һәм дә инде без ел сайын төрле әсбаплар чыгарырга тырышабыз. Инде менә шул сорауда безгә иң зур булышчы, иң зур ярдәмче ул Саҗидә Рөстәмовна була. Хәтта инде без аның белән менә бу безнең беренче генә проект түгел, бу инде безнең өченче һәм дә инде Алла бирсә соңгысы булмас дип торабыз. Алдагы елларда без менә шул регионнарда торган татар балалары өчен, татар яшьләре өчен әсбаплар чыгарган инде. Ул безнең энциклопедия этнокультурных проектов дип атала берсе. Оннан ул багышланадыр менә хәзерге көндә сез дә беләсез инде. Иҗтимагый оешмалар, алар күбесенчә грантлар язалар һәм дә инде менә шул грант акчаларына төрле чаралар уздыралар, төрле әсбаплар чыгаралар. Шуңа күрә иң беренче ярдәмче, методик ярдәмче булып, менә шундый энциклопедия этнокультурных проектов чыгарган. Оннан инде икенче проект ул безнең федераль автономиягә багышланганы һәм дә инде менә шул 20 еллыгына шундый зур, матур, саллы китап чыкканы. Движение во времени дигән. Менә анда 20 ел дәвамында нинди милли чаралар, ничек оештырылган, нинди оешмалар бар икән Россия төбәкләрендә. Менә шуңа багышланган шундый китап чыкты. Инде бу ел менә Саҗидә Рөстәмовна шундый идея белән чыкканы һәм дә инде ул идеяны гына автор идеясы гына түгел, инде башкаручысы, автор буларак менә шундый татар этникасы дип яңа проект булды. Бик зур рәхмәт, Саҗидә Рөстәмовна, сүз сезгә. Из каких частей состоит данный проект? Также вот в пресс-релизе указано, что также проект будет размещен в сети интернет. Где его можно найти, по какому адресу, какой-то сайт или, возможно, разработано какое-то специальное приложение? Сразу же, можно я отвечу? Да. Этот проект уже размещен на сайте Федеральной национальной культурной автономии татар. У нас есть официальный сайт на портале правительства. Онда кіре аласыз, һәм дә инде менә шул проектны негезләп Татарстан, да? Да. Менә шунда урнашкан. Спасибо. Тогда, Саҗидә Рөстәмовна, из каких частей состоит, что из себя представляет
в каком объеме и, как я понимаю, это будет реализовываться в регионах или это все-таки будет раздаваться на продажу или Это в бесплатно? первую очередь. Нет, это ни в коем случае не на продажу. Проект целиком и полностью предназначен для учебных учреждений, то есть это ни в коем случае не частные руки. Это именно детские сады, дошкольные учреждения, это школы, воскресные школы и какие-то культурные центры в регионах Российской Федерации. То есть целиком и полностью наш тираж 3000 экземпляров целиком и полностью будет распространен в регионах Российской Федерации. В первую очередь это те 45 регионов, которые на сегодняшний день входят в состав Федеральной национальной культурной автономии татар. А теперь все-таки слово Сажда Рустамовна вам. Кадірлі достар, исәнмесез, Байкуль, бізге зор сәлем тілейбіз. Ну, гафу итігіз урысша сөйләшәм, потому что на самом деле в 4-м поколении мы выросли уже в Забайкалье и Прибайкалье. В 30-м году нас раскулачили с Буинского района, деревни Янтуган. И вот, ну, наверное, глубоко символично, что вот именно сегодня я могу презентовать, идет форум фермеров, которые Бабайлар Мином были, видимо, очень активные, успешные фермеры, поэтому вот представляю их сейчас в другом немножко ипостаси. Сатрагабас уже яратмебес, алтынбыз журга тоже яратмебес, алтыны да яратмебес, потому что это были золотые прииски. Но зато мы можем сейчас дарить очень хорошие, красивые вещи для своих татар, для регионов, потому что на самом деле, да, взросшенные уже на бурятской земле, возле берегов Байкала, очень хорошо понимаем, что татарский мир не замыкается на Поволжье, даже на Урале, Сибири, это Дальний Восток, это почему хотелось сказать именно татарской этники в этот раз, да, потому что татарский мир начинается, наверное, с Татарского пролива, и потом через Байкал, Алтай, сибирские города, которые географическая топонимика, там тоже наши названия. И уже в Поволжье приходит и, конечно, и Волга, и Кама, все можно перевести с татарского. Поэтому в нашей этнике очень хотелось показать 8-миллионный богатый татарский мир более глубоко. Когда-то мы, наверное, скоро уже, даже, я так думаю, с ФНК будем говорить и о древних рунах, и о том, что татарская письменность началась 1500 лет назад, 1300 лет назад примерно, да, и у нас есть в Бурятии в музеях эстампажи, которые мы, татары, можем читать просто очень, потому что там бытовой татарский язык древний очень, из 3-4 буквок начинающийся. Но сегодня, почему именно татарская этника, почему именно учебно-методический комплекс? Потому что мы, вот, допустим, в Бурятии, да, видим большие проблемы ассимиляции татар. К нам попали в основном поволжские татары, там раскулаченных практически в самой Бурятии нет. Но поволжские татары по всесоюзной программе переселения переехали в 1939-1959 году. И тогда, получается, еще приезжали учителя татарского языка, было какое-то образование. Сейчас вообще ничего нет, поэтому люди занимаются туризмом. Для Бурятии очень интересен именно татарский туризм, потому что кроме, как сказать, бурят семейских, что еще показывать? Третью по количеству народа в Бурятии – это татары. Причем монголам это тоже очень интересно. И, то есть, получается, мы живем там, где это все очень древнее, там были татарские племена, и все равно там есть корень какой-то один, да, который вел и в Поволжье, и дальше. И поэтому вот это все мы чувствуем. У нас вот это вот как-то в крови оно осталось, мы живем на своей земле. И татары вообще по всей России, это уж точно, живут на своей земле. У нас географические названия все наши. Многие просто мы переводим, мы свои вот этнотуризм, мы тоже делаем, как сказать, с переводами, бренды создаем. Именно там Анакае колодец матери, потому что Анахой переводится с татарского как Анакае. Или там, допустим,
ну, сам Байкуль, да, тоже переводится очень красиво. А у нас есть Энхалук, Анахалык, это род матери и так далее. То есть очень много таких названий, и поэтому хотелось вот все это показать, конечно же. Ну и получается, что наши татары язык не знают, практически, ну, 50 плюс еще женщины, как сказать, бабайлар практически не остались, а беляр, хатаннар, знают разговорный язык, а дальше полная, значит, пустыня, пустошь, потому что балалар и готовы бы, им очень нравится быть татарами. Сейчас в Бурятии престижно быть татарами, потому что мы создаем крутые, интересные проекты. Но, чтобы быть татарином, надо все-таки знать язык, петь, танцевать, знать культуру. Вот для таких вот людей, которые живут в регионах, мы создали этот учебно-методический комплекс. Потому что здесь, во-первых, у нас есть учителя, все они работают бескорыстно, безвозмездно. У нас более 300 организаций татарских, да, по России, которые, они этнокультурные образовательные организации, это воскресные школы. Они, многие не имеют педагогического образования. Те, кто имеет педагогическое образование, они в этнокультуре очень слабо работают. Поэтому вот учебно-методический комплекс создали. Здесь есть образовательная технология, здесь есть, получается, мониторинг, как делать. Здесь есть конспекты занятий, которые мы сделали, да, у Нашнанарлыклары. И получается, что конспекты занятий на татарском и русском языке сделали специально для педагогов, как создавать, как правильно разрабатывать. Потому что этот комплекс им помогает на самом деле быть успешными в аттестации. То есть это очень важно для них. Они получили сертификаты, мы делали проект, получается, часть проекта делали в Бурятии, причем часть проекта была еще по президентскому гранту Российской Федерации. И получается, учителя отучились в Байкальской этношколе, они получили удостоверение гособразца. Все это для них важно, нужно, сертификаты получили. И еще получили вот такой вот подарок бесплатный, безвозмездный в виде учебного комплекса. Ну, вот провели буквально недавно республиканский конкурс для своих педагогов этнокультурных образовательных организаций. Вы знаете, они все с благодарностью, слезами на глазах говорят, нам нужно это, нам нужны эти работы, потому что они по ним спокойно открывают и начинают работать. Со всех учителей требуют, дайте педагогическую технологию. Они не знают, с чем это едят иногда. Получается, как эти формы, методы. Здесь все просто описано. Здесь есть готовые шаблоны для того, чтобы люди спокойно в дидактические системы входили. Это все объясняется простым языком. Ну, потому что я сама педагог дополнительного образования, педагог высшей категории, бывший, и педагог года, поэтому я понимаю, что это такое изнутри. Ну и кроме того, что вот дополнительно еще, получается, работаешь, ну, уже более 20 лет в сфере этнокультуры, в сфере татарской культуры. Кроме этого, мы сделали модели творчески развивающей среды. У Нашнанарлыклары это, получается, сделали даже скетч-модели кабинетов родного языка. Этномастерскую, как можно грамотно оформить. Потом, значит, сделали, как сделать, допустим, ну, этнотеатр, да, создать. И все это очень красочно, все это в соответствии с федеральным стандартом, то есть не просто так. И поэтому очень удобно будет людям взять и у себя дома выиграть очередной грант и начать оформлять кабинеты совсем другом, так, чтобы детям было творчески развиваться. Что самое главное, что здесь? Самое главное ведь не только впитать культуру, но главное, чтобы этот ребенок был успешный. Каждому родителю очень нравится, чтобы его ребенок в каком-то образовательном, в какой-то сфере был успешный, творческий. И вот это вот здесь мы даем, получается. Именно от занятий экспериментирования переходим к занятиям, значит, технологии, конструирования, моделирования, и только потом заканчиваем занятиями синкретическим действием. То есть вот вся эта система здесь хорошо, подробно описана. Кроме того, сделали беличьи прописи для будущих первоклассников. Ну и, конечно же, саму семейную настольную игру, то есть с карточками, тут 4 блока, одежда, кухня, праздники и топонимика, то есть татарский мир. Хотя бы самое интересное, что у нас вот были уже как бы дети, которые учились по этой игре играть, то есть это семейная игра. Они у дедушек, у бабушек выигрывают, они лучше, они успешные, потому что ребятишки быстрее запоминают, в пространстве они лучше ориентируются. И выходит, что ребенок показывается своим родителям очень успешным, очень умным, очень смекалистым. И они, получается, потом лучшие в этнографических диктантах, лучшие в олимпиадах по краеведению, потому что они хотя бы вот этот вот блок уже знают.
Следующие блоги, я так думаю, будем постепенно наращивать, и это будет интересно. Но кроме этого мы создали еще и мобильное приложение для смартфонов. Тоже татарская этника, этнословарик 3D+. Это и музыка татарща, потом, значит, там идут картинки, пословицы, поговорки, рисунки. И я так думаю, это тоже будет, ну, прямо точно так же по разделам сделали, потому что все конспекты занятий расписаны по 3 блокам. Это дом, семья, дерево. То есть берем разные стихи, берем разные объекты и изучаем их более комплексно и более системно. И получается у ребенка целостная картина в голове мира. И вот это, наверное, очень важно, потому что очень часто нам дают ребенку в самом начале такую хаотичное мировосприятие, а здесь они целостно, они видят вообще вот, ну, всю систему сразу. Берем один объект, дом, да, изучаем его очень глубоко с разных сторон, с погружением. Это можно делать, как мы работали даже от 1,5 лет, делали такие конспекты, но здесь мы сделали от 3 лет до 7 ребятишкам. Я так думаю, ну, самое главное, еще раз отмечу, что это очень важно для детей, как сказать, для регионов. Потому что у вас татарский мир, он полный, насыщенный, вы в этом живете, а мы в этом не живем, получается. И вот это для них, это, я считаю, ну, очень, очень хороший такой ресурс, который, я так думаю, будут применять. Вот. Ну и кроме, значит, того, что вот есть семейная настольная игра, здесь, значит, хотела сказать, значит, о том, что вот всю эту работу мы создавали команды очень интересные, да, которые программисты были в Набережных Челнах, дизайнеры в Казани. В Москве у меня пресс-служба еще работает, да, по всем этим проектам. В Бурятии, как сказать, несколько человек. И получается, команда такая, с одной стороны, многонациональная, с другой стороны, еще из разных абсолютно регионов. Но зато все смогли. И вот Рахмат Бекзур ФНК, что поддерживает всегда вот эти наши начинания, потому что очень хочется и Саджидя Растам не быть творческим человеком. И они всегда вот как бы вот такие... А как вот без такой без грантовой поддержки мы бы смогли выйти на большой как бы уже охват? То есть на регионы России это очень здорово. Но на самом деле мы занимаемся... Вот я уже возглавляю автономию с 2005 года Татар-Бурятии. И практически с этого времени я занимаюсь только проектами, грантами, потому что, ну, по-другому, ну, нет таких должностей, получается. Вот сидишь, работаешь конкретно по грантам. Более 100 миллионов рублей привлечено в Бурятию моими вот этими проектами, грантами. Это все серьезно, потому что на самом деле, когда ты такую идею вынашиваешь, потом ты ее отдаешь людям, там радость появляется. В этом месте как бы вот татары татары у нас компактно проживают в нескольких, ну, практически по всем районам Бурятии. Но когда ты им открываешь их родину совсем по-другому, да, с другой стороны, тут получается свет у них, радость, ради чего люди должны жить, оставаться на своей земле. Конечно, байлык должен быть, баракат должен быть, но, конечно, шатлык, нурлык была, вот киши, анда уже с такой любовью живет на своей земле. Ой, а у нас колодец матери. А если выпьешь из колодца матери, сын станет богатырем, бабушка молодость вспомнит, дочка станет красавицей, вообще жизнь наладится. Когда вот им открываешь с этой стороны их родину, конечно, у них появляется другое к ней отношение. Сейчас мы, конечно, вот буквально делаем музей-усадьбу Алмагачлар в Усть-Кяхте, приграничной, рядом с Монголией. Этот проект поддержал Рустам Нургалиевич Миниханов, поддержал Василий Гаязович, Шейх Разиев приезжали. И получается, вот, ну, скоро 28 мая Алла-Берсе Абысана откроем. Мы уже музей, мы уже дом этот татарский Нараттан Ясалган построили, прямо с сосны 32-40 сантиметров диаметром, очень красивый. Ну и, конечно, у них там жизнь совсем по-другому заиграла. Люди всем селом, в селе всего 100 татар, 2000 человек населения. И вы понимаете, как все село объединилось, мы должны своим татарам помочь, мы про них забыли. Они приехали в 1952 году, они привезли саженцы яблонь, они привезли семена, и урожаи были лучшие в округе. А потом, ну, перестройку вообще про всех забыли, ну и про татар, естественно, тоже. И вдруг у них сейчас, им бы хотелось на своем языке разговаривать, а разговаривать, ну, не умеют. То есть 50 плюс разговаривают, а дальше уже все, тишина. Но
мы хотим, чтобы про татар вспомнили. Если вы про татар сейчас вспомните, если автономия татар поможет Бурятии вспомнить тех татар, которые там, то у нас будет опять лучшее село. Мы хотим, чтобы наше село было лучшее. Вы знаете, мы приехали к ним, провели байкальский сабантуй, подарили новые саженцы яблонь. У них действительно все село собиралось на субботники. И они собираются сейчас садить, кроме нашего сада, там еще будет целый парк. Они хотят этого. Они по 100 рублей собирали своим татарочкам на национальные костюмы. 2000 населения, 100 татар. И вы понимаете, когда село вот так относится к каждому народу, да, это дорогого стоит. А когда у них еще Алмагачлар, бренд, который яблони будут всегда цвести и для достатка, и для того, чтобы жизнь была красивая на селе, ну, конечно же, мы с ними, и они с нами. Вот такие вот проекты нам, я считаю, очень нужны в регионах. Для того, чтобы и жизнь и налаживалась, и становилась радостней, и чтобы развивалось село. Саида Рустамовна, логично, вытекающий такой логический вопрос. В Бурятии сколько татар по прошлой переписи? Вы сказали, что вот они компактно проживают в 3 районах. Какие это районы? Они проживают компактно в 4 районах. 6813 человек у нас в Бурятии татар. Мы занимаем 3-е место среди 980 тысяч населения. И вот сейчас мы бренды создаем там, где более активные татары, потому что действительно, где там пассионарного духа никакого нет, очень сложно что-то создавать. Ты туда, надо жить в этом селе, чтобы его так опять, значит, развивать. Ну и поэтому у нас есть старая Нахуя, колодец матери, у нас сейчас есть Тегда, это у Мурзая Курбинской долины такой бренд создаем. Это все далеко, получается, одни таежная Тегда. Кроме этого, значит, у нас есть Алмагачлар, Усть-Кяхты, это 200 километров, тоже прямо рядом с Монголией. И еще есть Харашибирь, это земля жаворонков, Тургай, как бы она там, так, Тугнуйской долины. То есть, в общем, получается, мы пока... Конечно, с грамматикой у нас сложно, нас за это, пожалуйста, не бейте, не ругайте. Но мы хотя бы хотим, чтобы наши татары сохранились. На самом деле у нас правда получается, потому что когда в 2005 году я создавала эти автономии, говорю, какие татары? У нас там нет татар, вы что придумали? Какие у нас могут быть татары? Все, забыли про татар, хотя их там было больше еще, там 12 тысяч было, наверное, в это время. А сейчас говорят, у нас есть такие крутые, классные татары, и вот этот наш новый бренд, как бы байкальские татары, приезжай, покочуем, это у нас вот про эти вот проекты, как раз 4 села, которые радуют. Я так думаю, я уже наметила еще несколько сел, то есть они хотят быть татарами. Бекзур рахмат сізге. И также у нас вот Софиуллина Раиса Гарифовна, научный консультант данного проекта. Раиса Гарифовна, коротко слово вам. Вот подскажите, пожалуйста, как правило... Я хотела сказать, где-то почти 20 лет мы работаем, общаемся и поддерживаем контакты очень плотные с Сажидой Рустамовной. Мне кажется, в чем особенность этого человека и значимость, в принципе, может быть, для опыта, связанного с ее работой. Она человек науки. Где-то, я не знаю, сколько лет, по крайней мере, наверное, лет 20 преподавала в университете в Бурятии. И плюс у нее колоссальный опыт практической работы в этнопроектах. И вы знаете, вот это очень важное звено, когда методика и практические действия очень, так сказать, стыкуются грамотно. И поэтому не случайно Сажиду Рустамовну мы подключаем и к семинарам, когда речь идет о грантах. И, кстати, она неоднократно выигрывала президентские России гранты. И экспертом там выступает. Поэтому в этом отношении это неоценимый совершенно вклад. Можно, так сказать, иметь в виду, что это не только для регионов России. У нас татары очень активны за рубежом. И в тех же странах СНГ, да и в Европе тоже, они очень заинтересованы. И вот эта программа, которая будет по ходу еще дорабатываться, плюс приложение, что супер просто замечательно дополняет. Я считаю, что это настолько важная вещь, и поэтому в этом плане только хочется пожелать перспективы, так сказать, грамотного продвижения
этого продукта, как принято сейчас говорить. И огромное спасибо СЖД за эту замечательную работу. Плюс вы не сказали, я рада, что вы о музее упомянули, но потрясающий проект, параллельно у нее шел бурятская этника, байкальская этника. Байкальская этника. Это просто замечательно совершенно. Настолько много познавательного, интересного. Оно вообще-то и для нашего, так сказать, Госкомитета по туризму, наверное, очень, очень важно было бы использовать и, так сказать, еще дополнительный интерес пробудить к региону, да и не только у нас в Татарстане. Поэтому, ну вот, на мой взгляд, это один из суперлидеров наших. Она знает мое отношение, и я думаю, что и правильно трактует это, но это на самом деле так. Очень важно иметь таких лидеров вот в числе лидеров региональных на местах. Я думаю, что и журналисты почувствовали, насколько глубоко человек и грамотно действует. И вот рэперные точки, связанные с татарской, так сказать, историей, это настолько замечательная идея и тоже очень важная, чтобы в каждом регионе находили такое и грамотно использовали. Поэтому хорошего, так сказать, пути этому Рахмат проекту. сізге. Уважаемые коллеги, переходим к вашим вопросам. Татаринформ. Зиля Мубаракшина. Баштан ушундай суроо туа, менә ни өчен шундай исем уңышның орлыклары дип. Ни өчен шундай исем бердегез? Рахмат Бекзур, Бекматур. Вопрос. Рустам Нургалиевич, кайчандыр айткәне, иртәге унышлар аралыклары бүгенге жердә үсә. И вот из этой вот, как бы, из этого постулата очень хотелось показать, что урожайные семена, вот точки роста, семена успеха мы должны закладывать вовремя и правильно, и в хорошую землю, и удобрять, и поливать тоже правильно. И поэтому это тоже вот унышлар аралыклары, которые, я так думаю, вот нашим всем ребятишкам, они не только татарским, они всем помогут стать более творческими, более какими-то именно вот решателями проблем. Потому что, ну, вот то, как там все это сложено, да, как эта методика построена, она на очень хороших как бы образовательных технологиях сделана. Я так думаю, это все поможет. Ну, сейчас посмотрим, мы сейчас погружаемся, мы подарили, что-то мы сейчас подарим, да, в Бурятии уже подарили и байкальскую этнику, и татарскую этнику. И получается, что они сейчас это осваивают, педагоги, именно эта целевая аудитория, на которую мы сейчас нацелены. А потом уже, как они с ребятами будут работать, уже будем дальше вот, следующие какие-то ресурсы им давать. Но пока они сказали, что это для них как бы такая большая ресурсная база, которая действительно облегчит жизнь. Люди бескорыстно, безвозмездно, многие же вообще бесплатно ведут работу. А здесь готовые продукты. Открываешь, приходишь и делаешь. И вот это вот тоже очень для них, конечно, важно. Рахмет. Тагын бер сорау. Сез әйттегез, менә методикага нигезләнде дип. Методика ул үзегезнең методикамы, сезнең тәҗрибәдән чыгып эшләнгән методика булып чыгамы? Методика, я защищала диссертацию по развитию творческого потенциала ребенка. Я тырды, ну, правда, книжки были, все, а потом что-то в прошлом году как раз Эмилия Рафхатовна сөйләштек. На стол я тыра, когда біздің балаларға ул кирәк хәзер. Вот килде вакыт ясадым. То есть методика авторская. Рахмет. Тагын сұраулар, хөрмәтле коллегалар. Сәждә Рөстәмовна, вот сіз әйттегез, инде таратыла, то есть на сегодняшний день данный продукт распространяется среди региональных автономий, я правильно понимаю? А они, в свою очередь, доводят уже до школ и детских садов, которые в регионах. Тагын сұраулар. Эйда, Зиля. Yok, микрофонны кабызыгыз и представьтесь, пожалуйста. Сафар Мухаммадшина, ГТРК Татарстан. Шушы проектның нәтижесін неше елдан көрерге мөмкин?
Ну, Алла Берсайнда, да, где-то 3-5 лет, я все-таки надеюсь, мы будем именно татарской этникой заниматься. И байкальской параллельно, да, потому что там погружение в Республику Бурятию и, значит, в Байкальский регион, да, здесь в татарский мир. И все-таки надо все равно... Я вот делала, когда педагогический эксперимент в Бурятии, вот с этой с образовательной технологией продуктивной деятельности. Ну, там года 3 тоже отсматривали детей, мониторинг прямо вели. Очень хорошие результаты. То есть у ребятишек IQ, если было там 75, оно поднималось до 90. Если ребятишки рисовали, оно даже здесь есть, да, ну, показано как бы что-то из этого эксперимента. Если ребенок в 3 года со своим IQ там 75, это все можно отследить, это есть рисуночные тесты, и можно посмотреть, просто там Головоногов рисует, но по нему уже видно, на каком уровне развития стоит ребенок. Или, допустим, он 3 пальца может вот так в 3 года показать, значит, у него речевой аппарат работает. То есть там очень много таких интересных технологий, причем на наших российских разработках сделаны. И вот была, значит, еще очень, как сказать, социально запущенный ребенок был. И когда вот он занимался по этим методикам, эти занятия, мы там делали детский сад круглосуточного типа, мы делали вообще стихии воды, огня, то есть там все внутри совсем по-другому было сделано, бесплатно. Опять-таки, воспитатели сами пошли на эксперимент. Воспитатели в этом эксперименте до 12 разряда вместо 8-9 выше стали, то есть у них профессиональный уровень появился другой, да, и сами все мы изготавливали, то есть всю среду создавали сами, руками родителей и воспитателей. И вы знаете, этот садик хотели закрыть. Приехал мэр, посмотрел, как у вас красиво, как у вас интересно, у вас стихия воды, там спальня, значит, в виде русалочек, там царство Нептуна, то есть мы все это сделали. И получается, что и садик не закрыли, он до сих пор работает, да. С другой стороны, значит, мы детишек, вот когда вот действительно смотрели, здесь даже картинку эту могу показать. Вот у ребенка вот, по IQ 76, да, он нарисовал все черным, взял черный карандаш, нарисовал, значит, впереди совсем не то, что надо было, значит, вот, то есть акценты ставил очень тяжелые. Чисто как бы психологи сказали, ну, действительно тяжелая ситуация дома. Мы с бабушкой потом разговаривали, мать пила, значит, бабушка с ремнем стояла. То есть нарисуй семью, он всех с ремнями нарисовал. А потом, когда мы этот эксперимент сделали, у него улыбка у этого человечка появилась, у него ручки появились, он к людям стал намного по-другому относиться. То есть это вот такое. А когда IQ высокий, да, и когда ребенок рисует принцесс вместо... Это возраст такой же, даже помладше, но ребенок развитый, творческий. Творческая развивающая среда идет. И там совсем другая потом история появляется. То есть это можно все отследить, это образовательный, опять-таки, мониторинг, технологии. Поэтому просто видно, что ребятишки растут. Ну, они в садике сколько? От 3 лет до 7. 4 года. Пожалуйста. Халил Шамиль, Татар-Информ. Вопрос такого плана. А как коренное население относится к татарам? И вы говорили, что было 12 тысяч татар, сейчас стало 6. Вот с чем это связано? Много татар было на БАМе, значит, и уехали, когда БАМ, значит, закончился, они все-таки уехали, кто в Татарстан. А поволжские татары-переселенцы практически все остались. В основном связано с ассимиляцией, смешанные браки. В смешанных браках у нас татары очень толерантный народ, они растворяются, и получается больше бурят русских, татар становится меньше. Ну и как коренное население. Когда всесоюзная программа переселения была, представляете, привезли татар, которые ишмелар, тартмелар, бикуп ярата шлярга, да красота была. А язык как учили? То есть бурятский язык они знают лучше, бурят, наши татары. Они вот в этих бурятских селах, их просто очень как бы точечно расселяли по многим селам. И получается, в том числе по бурятским. И в итоге получилось, что в каждом селе 10-20 семей или самих татар. Да? И, конечно, очень сложно остаться татарином, наверное, кому-то. Но, с другой стороны, да, сейчас внуки, правнуки, ой, у меня дедушка татарин, буряты уже говорят, а у меня дедушка там татарин, у меня бабушка, прабабушка. Вот таким образом.
Но население очень хорошо приняло, потому что тут же бурятский осваивают, они на бурятском, сейчас они на бурятском литературном, они в театре некоторые на севере очень далеко, 400-600 километров. На севере татары на бурятском языке в театрах выступают. Татарский забыли полностью, утрачено. Вот. Но, с другой стороны, в некоторых селах, вот та же Тегда, да, почему мы туда пришли, интернациональное село, они очень любят своих татар, так же, как Усть-Кяхта. То есть они понимают, что татары – это генераторы, это драйверы, это получается, куда пришли татары, там социально-экономическое развитие все равно идет с села. Если им помогать, иногда куда-то приезжаешь, байкальский сабантуй делаешь, да, ой, а мы не знали, что наши татары вообще есть, и что они так могут. Я говорю, они еще не то могут, вы им помогаете просто, им помогать надо, чтобы не забывать про них, чтобы они не растворялись. И тогда, да, очень часто русские помогают, русский глава какой-нибудь там у нас был. Ну, то есть вот это вот есть такое. С другой стороны, приехали в интернациональную семью, в Тегду. Я говорю, покажите какую-то семью, там бабушка татарка, ой, бабушка бурятка, дедушка татарин. Дальше там, значит, смешанные, понятно, что невестка русская. Внук Ильнур, я говорю, Ильнурчик, син татарин или бурят? Быс уже просто, там еще была как раз перепись населения. Басып тұра шулай шетсіна, мен там, Ильнур, просто бізге интересность. Татарин син бурят. Басып тұрды, карады обега, карады байга, это я Россия. Вот так. Нас тулайтер. Но в Тегде всех зовут очень ласково, БТРами, потому что смешанная семья, бурят, татарин, русский, БТР. Вот так. А в Усть-Кяхте аларды зовут полукультурками. Всех ласково, причем никого не обижая. Вот они, Настя, вот у нас такие. Очень, все равно очень дружно Тарабас. Бигзур Рахмет, Саждар Становна, Барнщиден, вам огромная благодарность, что вы из Бурятии приехали. Мы очень рады вас были здесь видеть. У меня осталось такое впечатление, что вы можете еще нам очень много, на самом деле, интересного рассказать о жизни татар в Бурятии. Мы желаем вашему проекту успехов. Пусть побольше педагогов действительно внедрит его и передаст уже непосредственно деткам. Очень надеемся. И, кстати, я за это время успела уже скачать ваше приложение. Оно действительно работает на 2 языках, поэтому родителям к вооружению. Сізге оңашлар, сізге хурмәтле коллегалар, хәерле имен көннәр. Баршагызга да сау булыгыз. До новых встреч.